Здравствуйте, в эфире «Настоящее время». С вами Наташа Мозговая из студии в Вашингтоне. Главное в программе сегодня. Жители украинского города Константиновка требуют наказать военнослужащих, виновных в гибели 8-летней девочки. Победа правых на израильских выборах. Нетаньяху собирает новую коалицию. И долгие проводы. 90-летняя молдавская старушка готовится к своим похоронам половину жизни. Начнем с новостей из Праги. Шахида, вам слово. Спасибо, Наташа. События дня в настоящем времени из Праги. Я Шахида Якуб. Здравствуйте. Жители украинского города Константиновка в Донецкой области требуют наказать военнослужащих, виновных в гибели 8-летней девочки. В минувший понедельник БТР, проезжавший по улице города, нарушил правила дорожного движения и сбил 3 человек. В результате девочка погибла, и еще 2 попали в больницу. Подробности в репортаже Екатерины Кочкиной. Константиновка скорбит. Жители города приносят цветы и игрушки на место гибели 8-летней девочки. В больнице до сих пор находится ее тетя с грудным ребенком. Ей проводятся все мероприятия противошоковой инфузионной терапии. Состояние ее на данный момент прогрессивно улучшается. Оно стабильное. Это самое главное. После аварии в городе начались массовые беспорядки. Жители уверены, солдаты, сбившие бронетранспортером семью, были пьяны. Усмерть пьяных держались за эту самую, так что не могли даже стоять на месте. Виновников аварии незамедлительно увезли в Краматорск, опасаясь самосуда. Жители Константиновки требовали выдать им солдат. Закидали камнями военную часть, разбили стекла и подожгли раскиданные вокруг шины. В Минобороны сообщили, что если беспорядки продолжатся, военные начнут стрелять по протестующим на поражение. В зоне проведения антитеррористической операции решение на применение оружия применяется очень быстро. Тем более, что Верховная Рада усилила права командиров. И в случае каких-то провокаций, вооруженных провокаций, они имеют право применять оружие на поражение. Все равно, так же, если даже будет, как и вчера, то огонь никто открывать не будет. Людей мирных никто стрелять не собирается. Некоторые официальные лица заявили, что беспорядки были организованы провокаторами из числа сепаратистов. Да! Все! Другие считают, что нервы у людей, живущих в прифронтовой зоне, и без того на пределе. Различные лозунги, начиная от ГЭТ до ДНР, понимаете, это уже массовый был психоз. И здесь виновато все: общество, родители, учебные заведения. И я не снимаю ответственности с власти. Техника не должна передвигаться по центральным улицам города. Военнослужащие, управлявшие боевой машиной, задержаны. Командир военной части, в которой служили солдаты, отстранен от должности. По сообщениям Минобороны, ситуация в городе находится под контролем военных. Екатерина Кочкина, «Настоящее время». Донбасс получит особый статус только после того, как там пройдут выборы под украинской юрисдикцией и под контролем международных наблюдателей. Такое решение приняла Верховная Рада Украины. Закон об особом статусе территории Донбасса был принят с небольшой задержкой и вызвал жаркие дебаты. Самопровозглашенный ДНР его отвергли. Подробности в репортаже Антона Золотых. Закон об особом статусе отдельных территорий Донбасса был согласован еще в Минском протоколе в конце прошлого года, однако на практике не применялся, так как Рада не смогла определить районы его действия. Минские договоренности, подписанные в феврале, обязали украинские власти определить зону действия закона до 14 марта. Закон был принят, но с существенными поправками. Он вступит в силу только тогда, когда в Донбассе пройдут местные выборы, и только по украинскому законодательству. Мнения украинских парламентариев разделились. Существует единственный способ восстановить закон на части территории украинского Донбасса, находящейся под временным контролем сепаратистов и российских войск. Голосовать за закон, который позволит провести на этой территории местные выборы, и только тогда украинская армия и украинское государство смогут принести туда украинский флаг, украинские партии и украинские законы. А так отозвалась о законе лидер оппозиционной партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко. Я не могу за это голосовать. Ни морально, ни умом, ни с точки зрения своих личных убеждений. По мнению украинского политолога Евгения Магда, такое разделение точек зрения в Верховной Раде вокруг закона отнюдь не случайно. Это тест для украинских политиков. Принятие этого закона, на мой взгляд, является тестом для украинских политиков на принятие непопулярных решений. Они бьют по рейтингу, но очень необходимы для Украины сегодня. Не секрет, что Россия ищет предлог, чтобы запустить на Донбассе новую волну эскалации. Там сейчас много
много оружия и боевиков. Украина вынуждена действовать так, как об этом договорились месяц назад в Минске. Однако по другую сторону конфликта в рядах сепаратистов этот закон в новой форме вызвал негодование. Виной тому те самые поправки, не предусмотренные Минскими соглашениями. Смысл этого закона, он нулевой. Все требования, все, что обсуждалось в Минске, Порошенко не сделал. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал решение официального Киева вопиющим нарушением и обвинил украинские власти в переписывании минских договоренностей. А вот как на принятие закона отреагировали жители тех самых территорий, которым обещан особый статус. И очень сложно, конечно, сказать, но это не тот закон, который ждет Донецк. Сказать вам честно, я думаю, хочу, чтобы все вернулось обратно. Донецкая область половина освобождена, а половина оккупирована войсками Украины, я так считаю. Пусть они там, в Киеве, кто принимает, хоть немножечко вникают сюда в наш. Это воля народа была. Все, однозначно. В Украине пока все еще действует режим прекращения огня, но это не гарантирует проведение выборов в ближайшей перспективе. Антон Золотых. Настоящее время. Режим прекращения огня между Украиной и непризнанными ЛНР и ДНР проходит под наблюдением Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Я передаю слово Наташе, которая расскажет об этом подробнее. Спасибо. В Вашингтоне говорят о растущей значимости ОБСЕ для потенциального разрешения конфликта в Украине. Во время Дня безопасности ОБСЕ, который состоялся накануне, глава организации Ламберто Заньер проявил умеренный оптимизм. Слово Юлии Савченко. Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Ламберто Заньер подчеркивает, что возглавляемой им организации необходим широкий доступ в зону конфликта в Украине. Вопрос о примирении станет сейчас для Украины первостепенным вопросом, над решением которого стране будет необходимо усердно работать. Мы же, как международное сообщество, должны будем в этом ей помочь настолько, насколько это только возможно. При этом ситуацию в зоне конфликта в Украине Заньер оценивает с умеренным оптимизмом. Ситуация не идеально, но она улучшается. Это, безусловно, шаг в положительном направлении по сравнению с тем, откуда мы начинали. После Минска-2, конечно, было Дебальцево, но после этого напряженность начала уменьшаться. Сейчас можно даже говорить об относительной стабильности. Тяжелое вооружение выводится из зоны конфликта. У нас, безусловно, нет четкой системы для того, чтобы в этом удостовериться, но шаги в этом направлении делаются, и этого нельзя не приветствовать. В свою очередь, заместитель помощника министра обороны США по проблемам России, Украины и Евразии Селест Воландер подчеркнула, что Соединенные Штаты настаивают на необходимости предоставить специалистам ОБСЕ полный доступ ко всем точкам конфликтной зоны. Присутствовавший на мероприятии посол России Сергей Кисляк заявил, что российская сторона всячески поддерживает расширение миссии ОБСЕ. Его украинский коллега Александр Моцик, в свою очередь, заявил, что для более эффективной работы у ОБСЕ должны быть механизмы борьбы с незаконными действиями сторон, не желающих действовать в рамках соглашений. Из уст обоих дипломатов в адрес друг друга прозвучали обвинения в искажении информации в ходе описания сложившейся в зоне конфликта ситуации. Юлия Савченко, Андрей Дегтярев. Специально для настоящего времени. Wall Street Journal сообщает сегодня, что члены Европейского Союза решили отложить принятие решения о введении новых санкций против России до лета. Тем временем в США автор принятой на прошлой неделе резолюции памяти Бориса Немцова, сенатор Рон Джонсон, считает, что персональные санкции против российских чиновников могут быть эффективнее. Мы связались с сенатором Джонсоном по телефону и спросили, насколько реальна возможность расширения списка Магнитского. Я не контролирую администрацию президента. Расширят ли список, зависит от президента Обамы. Однако я считаю, что эта резолюция – надлежащий акт памяти Бориса Немцова. Он просил о том, чтобы эти имена были добавлены в санкционный список. Он лично рассказал мне, насколько это важно и насколько эффективно работают существующие визовые запреты в сложившейся в России ситуации. Мы уже знаем на основании прошлого опыта, насколько эффективны подобные санкции, будь то Северная Корея или Россия. Такие санкции приносят результат. В некоторых ситуациях лидеры или диктаторы не очень беспокоятся о благополучии населения в целом, поэтому экономические санкции в отношении населения не оказывают влияния на них, они живут припеваючи. Поэтому, когда санкции направлены против конкретных людей, эти меры работают лучше. И я полагаю, что именно это господин Немцов передал нам. И именно поэтому я считаю крайне важным, чтобы администрация внесла эти 13 имен в санкционный список. Сенатор Джонсон также прокомментировал годовщину аннексии Крыма Россией.
Я не считаю ситуацию с Крымом аннексией. Я считаю то, что произошло, незаконной оккупацией. Я очень серьезно подхожу к обязательствам, взятым на себя США в рамках Будапештского меморандума. Мы подписали и с Россией, и с Великобританией документ, который гарантировал территориальную целостность Украины. И Западу необходимо относиться к подобным гарантиям очень серьезно. Любые подобные прецеденты и в будущем очень опасны. Я понимаю сложившуюся ситуацию, она очень печальна, однако мы не должны слепо принимать ее. Из сегодняшнего заявления правозащитной организации Amnesty International. С момента аннексии Крыма России де-факто власти полуострова используют запугивание как метод борьбы с инакомыслием. Волна похищений в период между мартом и сентябрем побудила тех, кто открыто высказывает критику, покинуть регион. Те, кто остались, могут столкнуться с преследованием со стороны властей, намеренных во что бы то ни стало заставить своих оппонентов замолчать. На Западе вообще были шокированы тем, с какой легкостью лидер России меняет версии того, что произошло год назад в Крыму. В России версию Владимира Путина, представленную в документальном фильме «Крым. Долгий путь на родину», версию, которая, в общем, полностью противоречит его прошлым высказываниям о процессе аннексии Крыма, восприняли как должное. Комментарий журналиста и писателя Петра Померанцева. То, что всем бросилось в глаза на Западе и среди каких-то частей русского общества, это то, что как часто президент России менял официальную версию, да, вы говорите, какая реальная. Да? Вы знаете, и некоторые люди в шоке, почему русский зритель воспринимает президента, который так часто меняет версию. Мне кажется, что все наоборот, это очень близко русскому человеку. Когда живешь в России, тебе нужно все время это нормально брать налоговой, ментам, брать на работе, брать поскольку культ ты зарабатываешь. И если есть культ вранья в этом плане в публичной сфере, да, не в личной, но в публичной. И в этом плане Путин просто делает на большой сцене то, что каждый человек делает в своей жизни. В этом плане он очень близок к народу. И именно то, что он мог пойти в Меркель и врать ей в глаза, это отражает, как обычный человек должен идти в налоговую и врать им в глаза, и какой он молодец. Значит, мне кажется, это здесь культ вранья в публичной сфере, он очень близок людям. В день первой годовщины аннексии Крыма в Кремле был подписан договор о сотрудничестве и интеграции между Россией и Южной Осетией. Согласно этому документу, Россия будет обеспечивать оборону и безопасность непризнанной республики, включая, в общем, охрану границы. Госдепартамент США заявил накануне, что позиция Соединенных Штатов по Южной Осетии и Абхазии остается четкой. Эти регионы – составная часть Грузии. Комментарий пресс-секретаря Джен Псаки. Соединенные Штаты не признают легитимным любой так называемый договор между де-факто лидерами отколовшейся от Грузии и Южной Осетии и Российской Федерацией. Ни это соглашение, ни то, которое Россия и де-факто лидеры Абхазии подписали в ноябре 2014 года, не представляют из себя действующее международное соглашение. Представитель Госдепартамента добавила, что Россия должна выполнить все свои обязательства в рамках соглашения о прекращении огня 2008 года, вывести свои силы на позиции, существовавшие перед конфликтом, отменить признание грузинских регионов Южной Осетии и Абхазии в качестве независимых государств и дать возможность оказывать этим регионам гуманитарную помощь. И возвращаемся к теме Крыма. Как празднуют годовщину и как живется простым людям в будние дни. Передаем слово Праге. Шахида. Спасибо, Наташа. Ну а в Крыму продолжаются празднования присоединения полуострова к России. Наш корреспондент Александр Касаткин, который в эти дни был там, сообщает, что народные гуляния проходят под пристальным наблюдением сил правопорядка. Праздничные мероприятия в Крыму проходят уже не первый день. Я присутствовал на нескольких из них, потому что на них присутствовало большое количество людей, сказать нельзя. То есть это в среднем от 100, может быть, до 1000 человек, если говорить о городе Симферополе. Что касается патриотического настроя, то невозможно провести в Крыму, скажем так, более 2 минут, не увидев российский триколор. При этом крымчане в личных беседах, мягко говоря, воздерживаются от обсуждения того, что изменилось за последний год, о том, поддерживали они независимость Крыма на референдуме. Количество людей в форме в Крыму очень велико. То есть это либо полиция, либо отряды самообороны. Кроме того, немало людей в штатском, вид которых не оставляет сомнений в том, что они также принадлежат спецслужбам.
После аннексии большинство жителей 2-миллионного Крыма стали гражданами Российской Федерации. Но есть и те, кто сохранил украинское гражданство. Каково ощущать себя иностранцем в стране, которую ты совсем недавно считал своей родиной? Об этом расскажет Мумин Шакиров. Согласно данным Управления миграционной службы Республики Крым, к концу 2014 года на учет было поставлено более 60 тысяч иностранных граждан. Из них 7 тысяч получили разрешение на временное проживание и вид на жительство. Российские паспорта после аннексии Крыма Москвой получили более 1,5 миллиона граждан. Житель военного городка Новофедоровка в Сакском районе Екатерина Миронова получила вид на жительство и не исключает, что у нее в любой момент могут возникнуть неприятности из-за ее убеждений. Мы не знаем, что с нами будет. Может быть, послезавтра придут и скажут, вы не граждане этой страны и валите отсюда. Мы здесь резиденты. Да, мы потеряли столько времени, чтобы получить эти документы, но я не знаю, защитят ли они нас. Екатерина временно не работает, воспитывает 2 детей, дочь-инвалида и сына-школьника. Бывший сотрудник одной из татарских телекомпаний Мавиле Халилова считает себя отказником. Она проживает в Симферополе. Родители переехали в Крым еще во времена Советского Союза из Узбекистана. Сохранение украинского гражданства на тот момент, когда я писала отказ, это был определенный момент, связанный с личной свободой. Для Мавиле не просто получить вид на жительство с ее неопределенным социальным статусом. Должен быть опекун, который возьмет обеспечение человека, который получает вид на жительство, на себя. Либо у меня должно быть официальное трудоустройство на момент получения вида на жительство. У меня сейчас его нет. Мавиле Халилова, несмотря на патриотические чувства и гордость за свой крымско-татарский народ, не исключает, что ей придется, возможно, пойти на компромисс. Возможно, условия сложатся так, что меня уже уволили с работы, то, что предприятие переоформлялось. Я не могу сказать, что завтра для того, чтобы сохранить свое рабочее место и так далее, я не пойду и не возьму паспорт российский. Крым де-факто уже год находится под контролем России. Киев далеко, Москва близко. Эйфория проходит. О разочарованиях говорить публично люди боятся. Отказники или те, кто получил вид на жительство, пытаются обустроиться в новых для себя условиях. Ну а теперь мы передаем слово Вашингтон. Наташа. В итоге досрочных парламентских выборов результаты посрамили социологов. Опросы пророчили победу левоцентристскому блоку «Сионистский лагерь», но в итоге с убедительным отрывом победила партия Ликуд, правящая партия. Она получила 30 мандатов, соперники сионистского лагеря – 24. Лидер Ликуда Биньямин Нетаньяху собирает коалицию и планирует в 4-й раз занять пост премьер-министра. О приоритетах победившей партии нам рассказал сегодня в телефонном разговоре спикер израильского парламента Кнессета Юлия Эдельштейн. То, что называется естественная коалиция Нетаньяху, партии национального лагеря, религиозные партии в настоящий момент достигает 67-68 мандатов из 120, то есть вполне может быть устойчивой коалицией. По поводу переговоров с палестинцами абсолютно понятно, что Нетаньяху неоднократно заявлял во всех своих правительствах, что он готов на переговоры. Честно говоря, ввиду того, что все комментаторы сейчас подчеркивают, что эта тема даже не была одной из основных тем выборов, то всем совершенно понятно, что кто бы ни был в правительстве или в коалиции, вряд ли может создать себе партнера на палестинской стороне, поэтому это вряд ли очень актуально. Поэтому я бы сказал, что основные задачи будут сейчас у Нетаньяху. Это, естественно, борьба с возможным приобретением Ираном ядерного оружия. И основные социальные вопросы, судя и по заявлениям, и по необходимости, правительство будет именно этим заниматься. Поражение потерпел не только левый лагерь, но и, в общем, в какой-то степени русскоязычная община Израиля. Например, в Кнессете 18-го созыва было 17 уроженцев СССР, а вот по результатам нынешних выборов их всего 7. С нами на связи одна из них, Ксения Светлова, известная израильская журналистка, востоковед, новоизбранный депутат Кнессета движения «Сионистский лагерь». Ксения, опросы перед выборами пророчили вашей партии победу. Партия предлагала альтернативу правому правительству. А какой сценарий предполагается сейчас? Мы добились неплохих результатов. Мы все-таки умножили свою силу в Кнессете, присутствие в Кнессете. И, безусловно, действовать на благо народа Израиля можно и из оппозиции, если это придется сделать, прежде всего. Что касается правящей партии Биньямина Нетаньяху, то я думаю, что успех объясняется прежде всего в том, что он раздробил полностью правый блок.
и правые партии, существующие, переманив к себе свои голоса. Что это означает для правого блока, я не знаю, но я могу сказать только одно, что на данный момент в Израиле звучат различные голоса, и далеко не все, даже те, кто голосовал за Ликуд, сейчас пребывают в эйфории. Одной из причин, почему я решила вступить в политическую игру и присоединиться к политической партии, той самой, чью идеологию я полностью разделяю, это вот очень печальное обстоятельство, нежелание правых сил признать очевидное, что без создания палестинского государства Израиль движется семимильными шагами к созданию двунационального государства, той территории, которая простирается от Средиземного моря до реки Иордан. И в довольно скором времени, я думаю, что надо готовиться к новой резолюции, международной резолюции по палестинскому вопросу, и под ней будут подписаны, так я думаю, из тех источников, которые я это слышу, и США, и Европа, и все это ляжет на стол Совета Безопасности ООН, и тут уже действительно Израилю придется принимать самый настоящий выбор о том, каким государством он хочет быть, государством-изгоем или государством, как говорил Моше Шарет, государством, как все народы. И другая тема. Ежегодно свыше полумиллиона американцев умирают от онкологических заболеваний. В США объявлено об новой общественной кампании по сбору подписей под петицией в Конгресс с требованием выделить финансовые средства на медицинские исследования. Александр Панов передает из Капитолия. Мы все находимся в одном градусе, в одном шаге от больного раком. Это лозунг новой общественной кампании, собирающей подписи под петицией в Конгресс. Здесь имена умерших и выживших, и тех, кто сейчас сражается со смертельным недугом. Среди прочих, роспись легенды мирового баскетбола Карима Абдул-Джаббара. Знаменитый в прошлом центровой, победивший редкую форму лейкемии, прибыл на Капитолийский холм звездной кампании, участников движения «1 градус». За последние годы медицинские исследования открыли нам новые лекарства и новые пути избавления от рака. Если мы не добьемся нужного финансирования этих работ, многие жизни будут потеряны, будет потеряно время. Я надеюсь, наш приход сюда убедит законодателей найти деньги. Все мы хотим окончательной победы над раком. Она невозможна без помощи Конгресса. Рак перестал быть смертным приговором. Процент победивших эту болезнь в США за 30 лет вырос с 49 до 68. И тем не менее в этом году, по прогнозам медиков, от раковых заболеваний погибнет почти 590 тысяч американцев. Почти половина мужчин и треть женщин находятся в зоне риска. Несмотря на впечатляющие достижения медицины, в США каждую минуту кто-то умирает от рака. Цель новой кампании, объединившей звезд кино, музыки, спорта, ведущих врачей, общественной организации, чтобы в самой богатой стране мира нашлись необходимые денежные средства на борьбу с раком. Секвестр бюджета и инфляция нанесли ощутимый финансовый урон медицинским исследованиям. Движение «1 градус» добивается от законодателей выделения $6 миллиардов в ближайшие 2 года для нужд национальных институтов здравоохранения, в том числе $1 миллиард Национальному институту исследования рака. Начиная с 2003 года инфляция съела почти четверть федеральных ассигнований на разработку лекарств от рака. Как заявил лауреат Нобелевской премии, директор Института исследования рака Харальд Вармус, ученые стоят в одном шаге от прорыва, победы над страшным заболеванием, но средств, в том числе и правительственных грантов, не хватает. Законодатели обещают поддержку новому движению. Только работая все вместе, мы можем победить рак. Давайте не говорить, что это наш приоритет. Давайте действовать. Для ирландского актера Пирса Броснана, исполнителя роли агента 007 Джеймса Бонда, участие в движении «1 градус» – личный долг. Его первая жена, актриса Кассандра Харрис, также снявшаяся в одном из фильмов «Бондиады» «Только для твоих глаз» вместе с Роджером Муром, умерла в 43 года. От этой же болезни в возрасте 41 год умерла приемная дочь актера Шарлотта. Призыв Пирса Броснана ко всем, у кого обнаружили рак, к их родным и близким. Не сдавайтесь. Обращайтесь к лидерам своих стран, как мы обращаемся в данном случае к Конгрессу. На интернет-сайте проекта «1 градус» семьи, мужья, жены, дочери и сыновья могут высказаться и потребовать действий от политиков, законодателей и правительства. Рак – это ужасное, разрушительное, беспощадное заболевание. Я испытал это на себе, на своей семье. Вы можете почувствовать себя в какой-то момент беспомощным. Наше движение дает вам возможность потребовать необходимого финансирования для борьбы с раком.
Для этого мы сегодня пришли сюда. Найти деньги и найти лекарства. Не сдавайтесь. Александр Павлов, Дмитрий Шахов. Настоящее время. Вашингтон. И вновь возвращаемся в Прагу. Шахида? Спасибо, Наташа. Для большинства людей смерть наступает неожиданно. Но есть и такие, кто готовится к ней многие годы. 90-летняя Вера Катарос из молдавского села Карнешть думает о смерти вот уже 40 лет. И все это время она собирает поминальные дары для тех, кто придет ее хоронить. Репортаж наших молдавских коллег. Вы боитесь смерти? Не боюсь, я ее зову, а она не приходит. Зачем мне столько мучиться, если в этом возрасте нет сил даже воду вынести? А если бы были силы, хотели бы пожить еще? Ну, конечно, хотела бы. Вот старик мой все повторял, что не боится. Умереть бы мне, а когда умирал, у него текли слезы. Вере Катарос из села Карнешть Унгенского района 90 лет, и уже полжизни она готовится к смерти. С 50 лет она собирает поминальные дары на собственные похороны. Пожилая женщина хранит все это по молдавскому обычаю в главной комнате Каса Маре, а чтобы идти в ногу со временем, периодически она докупает на свою маленькую пенсию что-нибудь новое. Но больше всего она дорожит теми вещами, которые сделала сама. Вот это повязывают на крест всюду. Рушники я ткала сама. В селе не было мастерицы лучше меня. Я всему научилась от мамы. Подушки и одеяло она подготовила для своих 5 сыновей, пледы для внуков, ковровые дорожки для других родственников. Я так и сказала. Сколько людей придет, пусть всех одарят. У меня есть финны и кумовья. Пусть дадут всем. Возьмешь потом ты полотенце в руки и вспомнишь. Оно у меня от тети Веры. Дети сетуют на то, что она заполняет дом вещами, но понимают, что таков обычай. Так издавна сложилось, и эта традиция просто сохраняется и сегодня. Ну а мы, те, кто младше, не собираем дары на поминки. Мне вот уже почти 65 лет, и, возможно, тоже следовало бы уже об этом подумать. Но сегодня это утрачивается. Раньше считалось постыдным, если человек прожил целую жизнь и ничего не собрал на свои похороны. Люди верили, что то, что раздадут на похоронах, усопший обретет в загробном мире. Поэтому каждый при жизни должен был собрать больше вещей. Это было делом чести. Для бессарабцев типичным и важным был социальный престиж. Сразу же после рождения ребенка родители устраивают пышные крестины. И свадьба тоже должна быть как ни у кого. Обильное застолье и лучшее вино. И на крещение, и на венчание мы забываем о сути, о значении события. И вот нередко на похоронах многих больше заботят поминальные дары и блюда, забывая при этом об усопших, о молитве, о проводах в последний путь. О том, чтобы это действительно было настоящим праздником для души, проводами в вечность. Такая тщательная подготовка к своим же похоронам характерна для людей в возрасте. За долгую жизнь они свыкаются с мыслью о смерти. В наши же дни тема смерти внушает людям ужас. Рожали дома. При этом были и другие дети, которые понимали, что это значит. Умирали тоже дома. Сегодня люди уже не умирают дома, в основном в больницах. Понимаете, когда ты с этим растешь, когда ты это видишь, присутствуешь на похоронах, смерть становится чем-то естественным. Не умея читать, Вера Катарос не знает Библии, ей трудно представить себе загробную жизнь, но она надеется, что на том свете все будет так же, как в ее снах, в которых она встречает дорогих ей людей. Во сне я видела холм, а за ним равнину. В долине росла красивая трава и сад. Там были и дети, и мужчины, и женщины, все красиво одеты. Как в раю. Да. Вы так представляете себе рай, что встретитесь там со всеми? Не знаю, встречусь или нет, но мне так приснилось. На сегодня у нас все. Мы благодарим коллег в Вашингтоне, всех наших зрителей. Смотрите нас в эфире своих национальных телеканалов. Настоящее время вновь наступит уже завтра. Я Шахида Якуб. Всего доброго. До свидания.